В эфире новости на Кармаскалы ТВ. В студии Елена Ткачева. Здравствуйте. Чем запомнилась уходящая неделя для кармаскалинцев? Смотрите выпуски нашей программы. 75 лет назад, 27 января 1944 года, после долгих 900 дней была снята блокада Ленинграда. В администрации Кармаскалинского района состоялся очередной предпринимательский час. 2020 год объявлен годом башкирского языка в Республике Башкортостан. Продолжаются тематические субботы в общеобразовательных учреждениях. На этот раз День открытых дверей прошел в отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кармаскалинскому району. В Кармаскалах прошла акция «Хоккей на выезде». Именно в райцентре болельщикам и экспертам посчастливилось посмотреть выездной матч Салавата Юлаева против Акбарса. День студента в Оргазинском многопрофильном колледже. 75 лет назад, 27 января 1944 года, после долгих 900 дней и ночей была снята блокада Ленинграда, проводимая немецкими войсками с целью сломить сопротивление защитников города и совладеть им. Блокада Ленинграда – это еще одна героическая страница подвига жителей города, тех, кто ценой своей жизни сражался, работал и защищал город, окруженный захватчиками. Оборона Ленинграда имела огромное военно-стратегическое, политическое и моральное значение. В ходе проводимых боев гитлеровское командование лишилось возможности наиболее эффективного маневра стратегическими резервами, переброски войск на другие направления. Сковав немецкие силы, они оказали неоценимую помощь Сталинграду, всей стране. 900 дней и ночей длилась блокада Ленинграда. Подвиг защитников, отстаивших свой город в условиях тяжелейших испытаний, вдохновлял всю армию и страну. Предпринимательский час вновь объединил людей, имеющих свое дело и планирующих развивать его в дальнейшем. Напомним, мероприятия в формате совещания с предпринимателями проводятся в каждом муниципальном образовании по поручению главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова уже с апреля прошлого года. В администрации Кармаскалинского района состоялся очередной предпринимательский час, который начался с контроля исполнения поручения главы администрации района Альфира Сабирова по результатам предыдущих встреч. С проектом развития в сфере рыбного хозяйства на инвестчасе свой бизнес-план представил Мурат Шигапов, который хочет реализовать его на территории нашего района. В ходе проведения беседы предприниматель озвучил свои предпочтения о местоположении хозяйства, которое будет располагаться на территории 2 сельских поселений. Мурат Венерович готов приобрести помещение в собственность для первоначального выращивания мальков, а для их подращивания использовать реку Узень. Представленный проект имеет хороший потенциал. Климат и экологические характеристики вполне позволяют организовать работу в данном направлении. Идея в целом не нова для нашего района, но разведение некоторых видов рыб будет реализовываться впервые. В ходе обсуждения данного проекта были заданы ряд вопросов. Руководством района предложено 2 варианта для рассмотрения и принятия решений. Ответственным лицам были даны поручения и назначены сроки их исполнения. А вот Зульфара Саньярова из села Камышлинка интересует овощеводство. На своем личном хозяйстве он занимается выращиванием репчатого лука иглинского сорта, а в ближайшее время планирует открыть фермерское хозяйство и выращивать овощи и зелень, свеклу, морковь, капусту, лук, чеснок в открытом грунте. Как отметил Зуфар Фаритович, для успешной реализации намеченных планов ему потребуется 10 гектаров земли. Главой сельского поселения был предложен земельный участок. Осталось дело за малым – оформить его в аренду и согласовать с жителями населенного пункта об использовании воды из пруда для полива овощных культур. 2020 год объявлен годом башкирского языка в Республике Башкортостан. Предложение Всемирного Курултая-Башкир одобрил глава республики Ради Хабиров. В Кармаскалинском районе в течение года запланировано множество культурно-массовых мероприятий. В администрации района в ходе еженедельного оперативного совещания в рамках реализации мероприятий, посвященных году башкирского языка, перед собравшимися выступила председатель исполкома Курултая-Башкир нашего района Эльмира Галяхметова. Она ознакомила участников совещания с основными направлениями деятельности местного отделения общественной организации, основной целью которой остается популяризация
популяризация башкирского языка и расширение практики его применения. Республикабыздан башкорт теле елын игълан этилә. Инициативаның төп максаты башкорт телен популярлаштыру һәм республика һәм башкортлар күпләп яшәгән төбәкләрдә моны укыту шартларын төрле кимәлгә яхшырту, шулай ук Башкортстан Республикасында башкорт теленең дәүләт теле буларак куллану даирәсен киңәйтү максат булып тора. Безнең районыбызда ошо башкорт теле елы бик матур үтер дип ышанабыз. Әһәмиятле үтер, файдалы үтер. Сораулар бик күп үтер районыбызда, биләһегез. Һәр оешма ентекле әзерләнә. Ошо башкорт теле елы сорауларынан да беркем дә ситтә калмас дип ышанабыз. Рәхмәт. На сегодняшний день администрацией района подписано распоряжение, утверждающее план мероприятий, первый из которых состоится уже 5 февраля 2020 года в конференц-зале Сельского дома культуры села Шаймуратова. Продолжаются тематические субботы в общеобразовательных учреждениях. На этот раз День открытых дверей прошел в отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кармаскалинскому району. Учащиеся 3 школ райцентра ознакомились с работой отдела. Подробнее в материале нашего корреспондента Зульфиры Гибадулиной. Сначала детям объяснили, какие подразделения существуют в полиции и чем каждый из них занимается. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказал о том, как важно соблюдать правила и предостерег присутствующих, чтобы они не появлялись в темное время суток в одежде без светоотражающих элементов. Учащиеся узнали, как устроен жезл инспектора ДПС и каким образом определяется скорость движущегося транспорта, а желающие смогли примерить жилет. Эксперт-криминалист продемонстрировал содержимое своего чемоданчика и показал, как происходит снятие отпечатков пальцев, сколько весит бронежилет, а на сколько патронов рассчитан магазин пистолета Макарова. Увидеть и даже потрогать своими руками настоящий пистолет или автомат интересно всем. Детям показали амуницию сотрудников полиции и подробно рассказали правила ее использования. Наибольший интерес у публики вызвали оружие и средства защиты сотрудников, такие как бронежилет, шлем и щит. Собравшиеся узнали, как устроен автомат Калашникова, как проходят тренировочные стрельбы из табельного оружия и какой на самом деле тяжелый бронежилет. Так, вес бронежилета, предназначенного для защиты от огнестрельного оружия, составляет порядка 15 килограммов. Дети также побывали в музее полиции, где увидели исторические экспонаты, хранящие память о первых защитниках общественного порядка в нашем районе. Они узнали, как выглядело обмундирование сотрудников, ушедшего в историю органа внутренних дел милиции. Сотрудники отдела по вопросам миграции также показали учащимся свои рабочие места и рассказали, в чем заключается их работа. Огромный интерес вызвали у ребят также четвероногие сотрудники полиции ВАКСа и Сарби Ластхеффи, приехавшие из Уфы специально для этой встречи. Они продемонстрировали собравшимся свою работу и в очередной раз доказали, что в полицию берут только самых умных и смелых. Сейчас попытается ударить. Вот смотрите, как собака быстро среагировала, да? Без команды, без ничего собака защищает своего хозяина. Пока воспитанники Центра кинологической службы показывали свои умения, их кармаскалинские коллеги Лекса и Белла несли дежурство на своих постах, готовые в любой момент приступить к выполнению своих служебных обязанностей. Не остался без внимания и служебный автомобиль ДПС, своими световыми и звуковыми сигналами приковывающий к себе взгляды не только детворы, но и взрослых. Желающие увидеть, как же он устроен внутри, выстроились в очередь. А вот автомобиль для перевозки нарушителей порядка, автозак, вызвал меньше интереса, его осмотрели лишь мельком. День открытых дверей в нашем отделе создан для правоориентационной работы, для того, чтобы донести до населения, до учащихся школ о работе полиции. Люди, граждане, даже дети задумывались о возможном будущем связывании своей жизни, с таким нелегким делом, как защита жизни, здоровья граждан, населения, безопасность собственности. В связи с этим мы проводим такие дни открытых дверей, показываем детям работу полиции изнутри. Они
ознакомливаются со всем тем, чем мы занимаемся каждый день, потому что это нужно для их правильного формирования личности и для того, чтобы дети стали законопослушными и поняли для себя, что, может быть, в будущем они хотят связать свою жизнь с полицией. В целом экскурсия в полицию была очень интересной и познавательной для всех. Не только дети, но и сопровождающие их взрослые узнали для себя много нового. Как и следовало ожидать, среди юных кармаскалинцев возросло число желающих стать полицейскими. Зульфира Гибадуллина, Вилдан Харасов, Кармаскалы ТВ. В Башкортостане прошла акция «Хоккей на выезде». Десятки заявок пришли из разных городов, муниципалитетов в республике от любителей хоккея, которым хотелось посмотреть в своем населенном пункте матч с участием Салават Юлаева вместе с комментаторами телеканала БСТ. Ролик от Кармаскалинского района выиграл конкурс видеоприглашений. Вызов от кармаскалинцев принял Дмитрий Каретко. Именно в Кармаскалах болельщикам и экспертам посчастливилось посмотреть выездной матч Салавата Юлаева против Акбарса. Достаточно интересный ролик с кадрами игры в хоккей с участием спортсменов района и ноткой юмора. А вам интересно сыграть с Игорем Григоренко и Денисом Хлыстовым? Дима, Азамат, Артем, кто примет наш вызов? Мы ждем вас в Кармаскалах. Заслужил признание членов жюри и стал причиной организации прямого эфира трансляции хоккейного матча в выездной студии телеканала БСТ в районном центре с участием именитых экспертов. Дмитрий Каретко, Игорь Григоренко, Дмитрий Цыбин, Денис Хлыстов и гости в студии «Кафе Уют» в прямом эфире обсуждали игровые моменты хоккейного матча из Казани между хоккейными клубами «Акбарс» и «Салават Юлаев». В дружественной обстановке следили за перипетиями интересной игры, в результате которой победу по буллитам одержал Акбарс со счетом 3-2. В этот же день на хоккейной площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Кармаскалинский» состоялась игра между командами Кармаскалы и Сук-Чешма. В товарищеском матче за команду Сук-Чешма сыграл обладатель Кубка Гагарина, золотой капитан хоккейного клуба Салават Юлаев Игорь Григоренко, призеры чемпионата России по хоккею с шайбой Денис Хлыстов и администратор хоккейного клуба Салават Юлаев Айдар Хайрулин, а также ведущий телеканала БСТ Дмитрий Каретко, который в первом периоде стоял на воротах. Все предвещало интересную игру. За своей командой пришли поболеть и молодые любители хоккея. С каждой командой в товарищеском матче игроки играли с полной отдачей. Вратарям в этой игре пришлось несладко. Одна атака за другой не давали им расслабиться ни на минуту. Праздник же, это праздник, играем. Каждый свое удовольствие, поэтому чтобы люди, которые пришли в такой мороз, постоять, померзнуть, чтобы получили удовольствие. Только на победу, пока не получается, мы сейчас впереди все. Ну, кайфово, Кармаскалы — это прям, конечно, мекка хоккея для меня лично, потому что здесь я впервые за долгое время стал на коньки, надел на себя вратарскую амуницию. Это бомба, это просто круто. Да вы знаете, заряд энергии, конечно. Тут ведь такая еще ситуация, свежий кармаскалинский воздух, милые кармаскалинские люди, дружественное кармаскалинское телевидение. Конечно, сегодня будет хорошая игра, даже если мы проиграем, хотя в это я не верю, надо по дереву 3 раза постучать, все будет хорошо. Молодцы Кармаскалы, что устроили такой матч. Прекрасный лед, но прекрасный сок, спортивно-оздоровительный комплекс. Все классно, вон, посмотрите. Отлично! Итог игры оказался достаточно неожиданным. Кармаскалы обыграли гостей со счетом 10-8. Как нам сказали участники команды Кармаскалы, что они тренировались, да и команда сплоченная помогла любителям хоккея Кармаскалинского района одержать победу в акции телеканала БСТ «Хоккей на выезде». Отличная погода, отличный лед, отличные игроки. Просто отличные зрители, все красота. Прекрасно, да, это вот как раз такая, как бы никакой ответственности, товарищеская игра. Вообще, вот для души, для зрителей. Ну, хорошая игра, понравилась. Приятно поиграть в хорошую погоду, безветренная, бесснежная, хороший лед. Ну, выиграли, тоже приятно. Вот, приятно сыграть против мастеров таких, там, Хлыстов, Григоренко, Хайрулин. Эта игра первый раз проходит с БСТ. Вот, дай бог будет традицией.
В День студента в Ургазинском многопрофильном колледже прошла интеллектуальная игра. Как соревновались команды и с какими вопросами им пришлось потрудиться, нам расскажет Зульфира Гибадуллина. День студента в Ургазинском многопрофильном колледже отметили интеллектуальной игрой «Мозгобойня». Здесь студенты обучаются таким профессиям, как механизатор, хозяйка усадьбы, повар. Поэтому им не составило труда ответить на вопросы, касающиеся различных областей. Инициатором турнира выступил молодежный центр «Ешлик». В проведении игры им помогали волонтеры центра. Студенты разных курсов разделились на 5 команд. Это «Энергия», «Незнайки», «Лисички» и другие. Командам предстояло пройти 7 туров. Они отвечали на простые вопросы, угадывали песню по ее переводу и искали логическую связь между представленными картинками. Сегодняшнее мероприятие организовал отдел молодежи и молодежный центр «Ешлик». Мероприятие мы проводим не только в Кармаскалах, но и по Кармаскалинскому району. По остальным сельсоветам тоже проводим. Но День студента мы решили провести именно в колледже. Мы решили устроить для них интеллектуальную игру «Мозгобойня». Мозгобойня состояла из 7 туров, довольно-таки сложных. Им пришлось подумать. Мы были приятно удивлены, что они очень легко справились с нашими заданиями. Подарили первым 3 местам настольные игры, остальным же подарили сладости. И, конечно же, в конце взорвали хлопушки. Члены жюри распределили места по полученным ответам и наградили всех участников сладкими призами, а победителей – дипломами и настольными играми. Такими были новости уходящей недели. Не забывайте следить за событиями района, а также делиться информацией и новостями на Кармаскалы ТВ.